Здравствуйте! Каким должен быть будущий президент Якутии? Это основная тема нашей сегодняшней передачи. Достаточно актуальная, я бы даже сказал громоздкая, и потому в течение ближайших 15 минут мы не станем с вами углубляться в решение, скажем, Высшего арбитражного суда Северо-Восточного округа. Накануне тот поставил точку в споре о том, кто же все-таки владеет и распоряжается компанией «Саханефтегаз» – Алроса и никто иной. Мы не станем с вами углубляться в тему или слушать комментария проекта мирового соглашения, которое должно быть подписано в пятницу между правительством Якутии и Росимуществом в связи со спором относительно имущественного комплекса Якут-Днепра-Алмаза. Ну, хотя бы по той простой причине, что никто комментария, вернее, так сказать, проекта этого мирового соглашения еще и в глаза не видел. Мы не станем также с вами углубляться в перипетии судебного решения, которое накануне принял Федеральный суд Якутска. Он отменил, как незаконное, выборы главы администрации и депутатов Магана. Наконец, мы с вами не станем говорить о том, что Якутия постепенно превращается в кузницу кадров для российского МИДа. Совсем недавно глава внешнеполитического ведомства Якутии Александр Мигалкин стал дипломатическим представителем России в Монголии. А теперь на такую же должность, но уже в Анголу, будет назначаться и президент Штыров. Тем временем полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Исхаков продолжает консультироваться с общественными объединениями нашей республики. До конца этого месяца ему предстоит внести на рассмотрение президента Путина как минимум 2 кандидатуры на пост президента Якутии. Полпред торопится. Ну а после этого президенту России останется примерно еще 1 месяц для того, чтобы все-таки принять окончательное решение, кого он будет рекомендовать Илтумену на будущие 5 лет в качестве главы исполнительной власти нашей республики. Надо сказать, что я уже не раз задавался вопросом, каким должен быть будущий президент Якутии. В качестве экспертов, напомню, выступали люди, в том числе, кстати сказать, даже в свое время являвшиеся соискателями этого поста. В прошлом, когда этот пост, этот глава республики наш, избирался всенародно. Ну, теперь, как известно, механизм утверждения главы республики изменился кардинально. Народ, избиратели теперь как бы стоят в стороне, особняком и оказались посторонними наблюдателями за этим процессом. Наверное, вот в такой ситуации нам, журналистам, стало, в общем-то, и безопасно даже говорить на эту тему, проводить всевозможные опросы. Никто, по крайней мере, не сможет бросить нам камень упрек в том, что мы ангажированы тем или другим соискателем, потенциальным соискателем этого поста. Ну и также упрек в том, что мы пытаемся оказать какое-то давление, влияние на электорат. Все это в прошлом. Итак, что думают об этом люди Якутска? Сейчас мы с вами посмотрим опрос на улицах столицы нашей республики, после чего я попробую суммировать все услышанное нами. И даже попробую разложить своего рода пасьянс на эту самую тему. Итак, что думают о будущем кандидате на пост президента Якутии улицы Якутска? Здравствуйте. Скажите, как на ваш взгляд, каким должен быть глава республики будущий? Ну, как глава республики? Даже не знаю. А вы могли бы быть? Я нет. Точно? Точно. А почему? А я уже старый. Ну только возраст, то есть не хватает. Да, не Президент должен быть добрый, хороший человек. Он защитник Конституции. Так что люди должны быть за него уверены. Я думаю, сегодняшний президент Вячеслав Анатольевич Штыров, вот это заслуживающий президент. То есть таким должен быть? Таким должен быть. А можно такой вопрос задать? А вы могли бы быть президентом? А? Вы могли бы быть президентом? Мне 87 лет, так что никаких случаев уже это не идет. При советской власти было до 90 лет сидели генеральные секретари. Пожалуйста. Каким должен быть президент республики? Ну как он должен отвечать вообще за республику? Это как сказать, его обязанность, правильно, да? Если его народ выбрал, правильно, да? Вот. И чисто вот я не понимаю тоже вот их политику вместе с Ильей Филипповичем. Они друг друга, почему так у них какая-то неприязнь друг к другу, вот это я не пойму. А как вы думаете, вот так вот версия какая-то есть, из-за чего действительно этот сыр-бор начался? И такой вот именно... Не знаете, извините, пожалуйста, летят во все. не могу понять, да.
Ильи Филипповича, я вот чисто с ним сам встречался, сам на самом чисто вот так вот, да. Вроде мужчина нормальный, и руководитель неплохой. А почему так получается у них, извините, пожалуйста. Перекосяк всё, да? Да, почему так, я не знаю. Скажите, а вы могли бы быть президентом республики? Знаете, Вопрос, конечно, не, интересно, да. Нет, если бы молодым, я бы, как сказать, надо было диплом получить, все нормально. А, образования не хватает. Да, ну сейчас понимаю, потому что мне уже полтинник, все. А был бы помоложе, вот сейчас со своей башкой, и в то время я бы образование получил. А То чего есть не, начался двигаться. а чё бы не выйти? Почему бы нет? А почему бы нет, да? Мне кажется, любой человек может выйти президенты. А сейчас, если не секрет, вы кем работаете? Сейчас я чисто работаю полипропилен, сантехника, металлопластик. Я у Дулова На работал. монтаже, в смысле. Да. Здравствуйте. Можно вопрос задать? Каким должен быть президент республики? Президент республики должен обратить внимание на окраины города, в которых мы вот живем, например, тоже 17-й квартал, в частности. Да вообще невозможно. Детям негде играть совершенно, в этих помойках только все. Вообще смотреть больно просто. Ну, вообще, помойки, надо сказать, не только на окраинах, но и в центре города тоже. Ну, в центре, извините, хватает денег на строительство вот этих вот дворцов всех. Ну, это да. Ну, то есть больше думать о людях. Да, Это больше. главное. Скажите, А а вы просто- могли бы быть президентом? Нет, вряд ли. Почему? Мне кажется, мужчина должен быть. А, вот так вот. То есть только исключительно из-за этого, да? Да. Ясно. А ваш супруг, например? Мой супруг мог бы, да. Этот бы Президентом? порядок бы навел. А он у вас, если не секрет, кем работает? Ну, он работает водителем, но у него такой склад ума аналитический. Ну и, в общем, он справедливый достаточно. Пожалуйста. Каким должен быть президент республики? Нормальным, Ну, это что значит? работоспособный, первое. Так. А можно немножко остановиться? Ага. Работоспособный раз, еще что? Честный, два. А честность это как? В чем должна проявляться? Поменьше денег хапал. Так. Честный, работоспособный, справедливый. Ну что ты снимаешь? Да не снимай, господи. Скажите, а вы могли бы быть президентом? Навряд ли. А что вам не хватает? В данное время возраст. Ничего хватает? Возраст. А, уже пожилой? 71 год, 7-10 год. Ясно. Как вы думаете, каким должен быть президент республики? Работоспособным, знать все нужды именно низших слоев. А, то есть проблема не только экономики, но и жителей Да, тоже. да, именно и сельского хозяйства. Именно каждого жителя он должен знать, какие у него проблемы и так далее. А вы думаете, президенты, которые были до, вот и сейчас, они этих проблем не знают? Я думаю, все же наши не доводят до президента именно что сейчас, как живут люди именно. Конечно, в целом-то знают, а вот именно конкретно, по-моему, Не чувствуют. не Проблемы, чувствуют. Вот. Не доводят до него. Вот. Я Скажите, думаю. а вы могли бы быть президентом? Нет. Почему? Так как Каждый категорично? должен знать свое знание, свои возможности и так Заниматься далее. своим. Да. Неужели не возникало никогда мысли, а вот Нет. если бы я, то... Нет, такого не было. Ясно. Ну ладно, удачи вам, спасибо. Спасибо. Добрый день. Вопрос можно задать? К политике как относитесь? Мы? Не знаю. Читаете, интересуетесь? Ну, глава республики кто сейчас, например? С. Штуров. А еще какие-нибудь фамилии знаете? Вот? Михальчика. Так, это мэр, да? А еще кто? Штыров, Михальчук, еще кто? Ну ладно, бог с ним. Каким должен быть президент, как вы думаете? Короче, выполнять свое, свое, обязанности, да. А вот как человек, как руководитель, вот он, выполнять обязанности все должны вроде бы, да? Да. Ну, держать свое слово обязательно. А то народ отвернется от него и этого ремонтировать всякие там дороги там или дома там, чтобы улучшить свою популярность.
А ты бы мог быть президентом? Ну, не знаю, не могу сказать точно. А ты бы мог быть президентом? Но большая ответственность. Добрый день. Позвольте вопрос задать. Каким должен быть президент республики? Ну-ка, папа. Хороший. Это как? Ну, Добросовестно, самое главное. Так считаю. А вы могли бы быть президентом? Нет. Точно нет? наверное, нет, если говорить, что... А вы бы могли быть президентом? Как? Вы бы могли быть президентом? Нет. У меня, правда, два диплома. Я два диплома имею. У меня образования хватает, а сил не хватит просто, чтобы достоинство иметь для своих людей здесь, для якутских людей. Мне не хватит просто настроения. Ну, не смогу я, не потяну. Я не потяну. Вполне может быть, что вы не согласны с тем мнением, которое только что услышали, но это все, что мы услышали. Здесь ничего монтировано, никакой подтасовки, грубо говоря, нет. Именно в такой последовательности прохожие, встречные и поперечные, что называется, отвечали на этот мой вопрос. Честно сказать, я, например, ожидал, что даже будут более радикальные какие-то высказывания на эту тему, вплоть до того, что «а какая нам в конце концов разница, кто там в ДП-1 сидит?». Между прочим, при всей своей нигилистичности такая позиция все-таки имеет право на жизнь. Ведь, посудите сами, большинству из нас, ну вот если иметь в виду обычных, как принято говорить, граждан или обывателей, в общем-то все равно, кто возглавляет нашу республику. Свое мы все равно получим. Другое дело чиновники. Им не безразлично, кто у них будет непосредственным начальником. Или руководители крупных, наиболее крупных коммерческих организаций, предприятий нашей республики, которые, соответственно, очень заинтересованы в том, чтобы будущий руководитель региона был лояльным по отношению к ним, с тем, чтобы они могли получать по-прежнему государственные заказы, жирные, так сказать, куски нашего бюджета. Им поэтому совершенно не безразлично. Чего не скажешь обо всех нас. Так вот, все-таки кто на самом деле может стать или должен стать, скажем так, президентом нашей республики? Давайте попробуем разобраться в этом вопросе вот с помощью, так сказать, нескольких карт, которые традиционно помогают гадать. Ну, в данном случае не на кофейной гуще, а непосредственно на картах. Я бы сказал так, что выбор президента Путина должен будет определиться тем, какие цели, какие задачи должен будет решать его представитель на будущем сроке. Цель первая. Зачистка наших Авгиев-конюшен, я бы так сказал, от сорняков политического и экономического суверенитета 90-х годов и 2000-х годов тоже. Из известных имен для этого лучше всего, как мне кажется, подходит наш земляк Андрей Федотов. В предвыборную президентскую кампанию 2001 года у нас в Якутске, а позднее и в Башкирии, он остудил не одну горячую голову, блокируя потенциальных кредиторов, будущих кандидатов, неугодных Москве, занимая пост в налоговых органах. Цель вторая. Форсирование инвестиционных проектов в Якутии. Ну, назовем ее условно созидательная. Ну, на эту роль, скорее всего, наверное, подходит больше всего бывший премьер нашей республики Семен Назаров. Цель третья – умиротворение региона. Ее, как никто другой, лучше всего мог бы сыграть Павел Бородин. Однако экс-мэр Якутска, как утверждается, уже категорически отказался от претензий на пост президента Якутии. Наконец, цель четвертая – заморозить ситуацию в республике. Для этого необходим человек без амбиций, в то же время способный жестко контролировать чиновничий аппарат Якутии. На эту роль лучше всего подходит нынешний главный федеральный инспектор Сергей Кириллин. Однако есть и пятая масть в этой воображаемой колоде. Игроки именуют эту карту Джокером. Надо сказать, что Джокер, ее появление, вот этой масти, этой карты в политической колоде, в политическом раскладе, это не домысел каких-то политологов либо журналистов. Достаточно вспомнить, что президент Путин достаточно, ну скажем так, извините за тавтологию, неординарно подходит к решению кадровых вопросов. Ну, вспомните, к примеру, то, как появился в премьерском кресле Михаил Фродков. Накануне назначения премьер-министра нашей страны политологи всевозможное делали, строили догадки и, в общем-то, как бы аргументировали, иногда даже очень весомо и как бы убедительно, кто именно должен стать премьером. Назначили Михаила Фродкова, и большинству политологов не осталось в свое оправдание бормотать что-то типа ну вот да, там за 3 дня до назначения Михаил Фродков, значит, его принимал президент Путин, и все. Никто не знал, кто это такой. Не исключено, что и то, что касается президента нашей республики, произойдет такая вот ситуация, и мы в самый последний момент, когда представление уже поступит в Элтуман, узнаем, кто же на самом деле становится соискателем этого главного высшего поста в нашей республике. На сегодня все.
Ну, а завтра мы с вами вернемся вновь в жизни большинства из нас. Мы поговорим о жилищном строительстве. Тема достаточно неординарная в том смысле, что мэрия предлагает новый инструмент финансирования жилищного строительства нашей республики и попутно, в столице республики, извините, и попутно решить проблему, которая стоит перед негосударственными пенсионными фондами относительно того, как лучше управлять ими, с тем, чтобы накопления граждан, которые поступают, пока они работают, все-таки не съедала их инфляция, а чтобы они действительно, ну, хотя бы прирастали хотя бы немножко-немножко. А самое главное, чтобы этот прирост был без всяких рисков для будущих пенсионеров. Но это будет завтра. А на сегодня действительно все. До свидания.